прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Салам алейкум. Чем запомнится среда, 23 апреля. Традиции из глубин веков. Лошади мчатся быстро. Жокеи подготовились как следует. Провели утренние тренировки. Рамзан Кадыров принял участие в старте нового скакового сезона. Сколько заездов состоялось в рамках открытия. Комфортное и качественное жилье. Сегодня у нас знаковое событие. Мы заливаем фундаментную плиту и приступаем к заливке первого этажа. В новом столичном районе возводится многофункциональный гостинично-деловой комплекс «Мегаполис». Ратный подвиг. В Грозном обсудили вклад народов Северного Кавказа в победу в Отечественной войне. Сколько докладов прозвучало на конференции. Начнем выпуск с важного. Сезон скачек на Грозненском ипподроме имени Сайд-Хусейна Закаева официально открыт. Старт получился грандиозным. В торжественной церемонии принял участие Рамзан Кадыров. Зрители увидели 8 захватывающих забегов. Впереди целых полгода азарта и красоты лучших скаковых лошадей. Поболел вместе со зрителями за фаворитов и мой коллега Турпалали Тайсумов. Открытие скакового сезона на ипподроме имени Сайд-Хусейна Закаева прошло при личном участии главы Чеченской Республики, а также министров и многочисленных зрителей. Всех их ждали 8 незабываемых забегов на различные дистанции и призы. Внимание! Глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Перед стартом здесь была объявлена приятная новость. В Дубае после подведения итогов сезона 2024-25 лошадью года назван Туз, любимец российской публики и чемпион-спринтер ипподрома Мейдан. За 8 лет своей жизни этот скакун стал символом скорости, упорства и победы, что он и показал по итогам прошлого сезона. Установил новый рекорд, одержав победы во всех призах спринтерского дивизиона. Впервые лошадь, представляющая Россию, удостоилась такой наивысшей чести. Туз лучший в Российской Федерации. Туз лучший в Объединенных Арабских Эмиратах. Туз лучший во всем мире. Первая скачка состоялась на приз открытия скакового сезона. На лошадях до 3 лет чистокровной верховой породы. На дистанции 1800 метров свою первую победу в качестве жокея и тренера одержал Хамзат Улубаев. Призовой фонд составил 400 тысяч рублей. Награждение провел помощник главы Чеченской Республики, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. С первым стартом и выиграть — это нереально крутые ощущения. Ждал, переживал, и алхамдулилlah получилось. Уверенность есть, не сомневаюсь в себе в лошади, а там как будет. Посмотрим, как суждено, так будет. Со 2 по 5 скачку первенствовал жокей Мирзабек Капушев. Сначала он сделал это благодаря скакуну Муатасим, затем Редхеду, Лендрушу, Блэк Оборту. Эти заезды проводились на призы в честь жеребца Зазу, вступительного приза, участников специальной военной операции и весеннего спринта соответственно. Сам наездник поделился с нами тем, насколько для него было неожиданным такое блистательное выступление. К победам не привыкнешь. Любая победа, вне зависимости от статуса скачки, приятно, радостно. И хочется всегда выигрывать. Конечно, когда и выигрываешь, и настроение лучше, и на каждую скачку идешь с боевым настроем. Но чем длиннее дистанция, тем интереснее они были. Ведь интрига все возрастала, а порой победители определялись на последних метрах. Лошади мчатся быстро. Жокеи подготовились как следует. Провели утренние тренировки. Чтобы одержать победу, некоторые из них скачут специально медленно, чтобы на финише сделать эффектный рывок на успех. Приз в честь Туза, лошади года в Объединенных Арабских Эмиратах, записал на свой счет скакун по кличке Нохчи Ламан Борс, жокей Иса Машидов, владелец конно-спортивный клуб «Ахмат».
الجوشخة ليلو مصومادين صعداج نخشيش عينخ خيردو اش تيجرو وشلون دخون دعوتين دلك. Стоит отметить, успехи скакуна Туза связаны с личной заинтересованностью Рамзана Кадырова. Перед тем, как отправиться в Эмираты, это чистокровное животное содержалось здесь, дома, в прекрасных условиях, с замечательным уходом. И это первая лошадь в истории российского коневодства, которая завоевала мировой успех и признательность. Сегодня мы гордимся этой лошадью. Весь арабский мир заявил Туз о нас, о России, что мы не будем стоять на месте, иншаллах, будем забирать свои места. Там, где мы должны быть, поэтому и там будем стоять, иншаллах. Скачка на приз в честь жилищно-строительного кооператива «Баракат-строй» завершилась победой скакуна по кличке Фантомас. Наездник Джамбулат Дакаев. Призовой фонд составил 150 тысяч рублей. Заключительный 8-й заезд состоялся на приз «Струны» с фондом 300 тысяч рублей. Верх одержала лошадь «Ред Казино» под управлением Магомеда Капушева. Помимо этих соревнований, ипподром имени Саид Хусейна Закаева примет еще более масштабные скачки, в которых примут участие самые быстрые лошади. Море эмоций будут ждать поклонников этого вида спорта. Торпа Лолита Исумов, Ислам Нацуров и Адам Юнусов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. В новом столичном районе возводится многофункциональный комплекс «Мегаполис». Представьте, под одной крышей гостиница, уютные апартаменты, разнообразные рестораны и современный коворкинг-центр. А для тех, кто мечтает жить в нем, есть отличная новость. При покупке квартиры можно будет воспользоваться абсолютно всеми федеральными программами. Архитектурный облик проекта изучала Эльвира Межидова. Федеральной специализированной строительной компанией «Курорты Сочи» начато строительство одного из самых интересных и вместе с тем ожидаемых комплексов «Мегаполис», расположенного в новом районе имени Владимира Путина. На сегодняшний день увидеть бетонирование фундаментальной плиты и разовая подача бетона столь масштабного объема – большая редкость. Длиться оно будет в течение 2 суток без перерыва. Несмотря на то, что данный застройщик приступил к работам одним из последних, он ставит перед собой амбициозные цели – быть в первых рядах с теми, кто сдаст свои проекты. 5 домов, более 1000 квартир, элитного и комфортного жилья с возможностью использования всех федеральных программ, в том числе для молодых и многодетных семей, а также для военных с использованием сертификата НИС. Для желающих приобрести жилье в данном комплексе будет доступна возможность воспользоваться абсолютно всеми федеральными программами, в том числе впервые в республике военным будет предоставлена возможность применения сертификата накопительной ипотечной программы для покупки жилья в новостройке. До сих пор возможности воспользоваться ипотечным кредитованием для приобретения квартир в новостройках по программе «Военная ипотека» в республике не было. Мы уже можем предложить для жителей нашего региона приобретение недвижимости, а точнее строящегося жилья, то есть квартир с использованием военной ипотеки и семейной ипотеки, то есть с использованием госпрограмм. Весь комплекс «Мегаполис» будет состоять из 3 высотных зданий. Семейного отеля «Мегаполис Family» на 350 номеров, где расположится ресторан группы «Новиков», спортзал World Class и торговые центры, 5-звездочного отеля со всеми удобствами, соответствующими классификации и уровню комфорта, а также башня-близнецом «Мегаполис Family». Здесь будет бизнес-центр с коворкинг-залами и выставочными центрами. Сегодня у нас знаковое событие. Мы заливаем фундаментную плиту и приступаем к заливке 1-го этажа. Территория комплекса будет очень красивая, будет большой экопарк с ландшафтным дизайном, с прогулочными зонами. Однако самая важная новость заключается в возведении 3 элитных домов по Фасадной улице и 2 домов комфорт-класса внутри проекта. Именно это вызывает особую радость жильцов, попавших под переселение по программе «Ветхое жилье», которые получат здесь квартиры с ремонтом. Уже более 2 лет они ждут новое жилье и возлагают большие надежды на начало строительства. И строительство мухи. Тун дештолц и наш тореза дольш новый проект делрез хил але сона тхайнт ахляч борш мехкдени галидени. Огромное внимание уделяется зеленому пространству. На территории проекта будет расположен большой экопарк с прогулочными зонами и местами для отдыха. Эльвира Межидова, Шамсудин Джабраилов, Адам Юнусов. Вести, Чеченская Республика. Героический вклад народов Северного Кавказа в победу в Отечественной войне обсуждали в Грозном. На научно-практической конференции в Российском исламском университете собрались студенты, ученые и общественные деятели. Прозвучало более 20 докладов, каждый о памяти и гордости. Самый важный законспектировал Магомед Азиев.
В региональной научно-практической конференции «Вклад народов Северного Кавказа в Великой Отечественной войне» принимали участие представители общественных, государственных, религиозных организаций, а также студенты Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Кишиева. Мероприятие приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Победы, объявленному президентом России Владимиром Путиным. Истории قطع ديوش بوش بولا يجيرش جرج خيول زمان جوها نان حلاقة إمام شخير بوش بو شردش أميل أحدونا قيق بير زمان جوها شيء أميل يقح شيء دعيان خيول إستوري حقو خوش سخيل جام شيء أم وحق نق دويش سخيل جام يقمل الدوزن تخلا تندر لدوش بولش ناخر دين أحد يقولشن بس دين تين دوش خندوش دلو شيء أم وانت إحلال خندل همم از امیر کرح برج ناخی کیگیش ناق استم دون دعال وشخندوش دیگه از امامش دعالچه از نان خزر حسوه لیزه هو تيبقين كونفرنسيش خوشو حير سون مهلاخيته يخزدعو شويزه بس هم ورجدال عبيرت كوشريتويل. Участники представили доклады, посвященные роли мусульман Северного Кавказа и в Великой Отечественной войне, обсуждали вопросы сохранения исторической памяти и культурной политики. Были рассмотрены ключевые аспекты – героизм, повседневная жизнь в тылу и помощь фронту. Здесь представлена эксклюзивная выставка от Национальной библиотеки имени Абузара Айдамирова. В экспозиции можно увидеть уникальные копии писем красноармейцев, редкие книги, а также портреты чеченских героев, участвовавших в Великой Отечественной войне. Конференцию организовали Российский исламский университет, Духовное управление мусульман региона и Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования. Данное мероприятие является одной из в плеяде мероприятий, которые поддержаны и профинансированы нашим фондом, как на Северном Кавказе, так и на территории всей нашей страны. Уже исходя из докладов, которые прозвучали в пленарной части сегодняшнего мероприятия, можно сказать о высоком уровне конференции и об актуальности и проработанности докладов и о статусности сегодняшних выступающих. Конференция будет идти 2 дня. По итогам мероприятия предусмотрена экскурсия по достопримечательностям Чеченской Республики для гостей, прибывших в регион со всей страны. Данное событие стало важным шагом в увековечивании памяти о героях войны и укреплении патриотических чувств среди молодежи. Магомед Азиев, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В первой грозненской поликлинике прошли учения. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава отработали действия на случай выявления больного с подозрением на холеру. Главная цель – быть готовыми действовать оперативно и слаженно. В том числе проверили схемы оповещения взаимодействия служб. Репортаж Зарины Халиковой. Холера – инфекционное заболевание, которое относится к особо опасным болезням. Ее возбудителем является холерный вибрион. Микроорганизм был открыт в далеком 1883 году немецким ученым Робертом Кохом. И, казалось бы, на дворе 21 век. И такие болезни должны были давно отступить. Но, к сожалению, холера остается актуальной и на сегодняшний день. По сценарию больной с недомоганием обратился в одну из поликлиник города Грозный. При четких действиях медицинских работников первичный осмотр выявил симптомы холеры. А дальше все как прописано в профессиональных протоколах. Врачи проинформировали все заинтересованные службы, а больного госпитализировали в инфекционный бокс. На территории Чеченской Республики ежегодно проводятся учения по особо опасным инфекциям. Сегодня, 23 апреля 2025 года, проводятся учения по холере. Цель таких учений – отработка алгоритма действий в случае выявления особо опасных инфекций, также оценка действий медицинских организаций, бригад скорой медицинской помощи и всех задействованных организаций здравоохранения, встречи с особо опасным заболеванием. За четкими и слаженными действиями следили настоящие эксперты. Учения по холере проводились при участии специалистов Ставропольского противочумного и научно-исследовательского института и Ростовского противочумного института, управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике и подведомственных региону медицинских организаций. Только на практической отработке навыков можно получить полное представление о готовности всех служб к встрече с особо опасной инфекцией. Практика ибо критическая.
критерий истины, да, поэтому именно такой формат позволяет в максимальной степени и проверяющим организациям, и Роспотребнадзору, и Минздраву понять, насколько все службы оснащены адекватно, насколько они готовы профессионально, насколько хороша координация межведомственная и между разными медицинскими организациями. Поэтому такой формат, безусловно, обязателен. Подобные учения по особо опасным инфекциям, в том числе и по холере, на территории региона проводятся ежегодно. Их цель – отработка алгоритма действий в случае выявления больного холерой и оценка действий медицинских организаций, бригады скорой медицинской помощи, Управления Роспотребнадзора Российской Федерации по Чеченской Республике и других организаций. Вспышки особо опасных инфекций не в таких больших масштабах, но все-таки встречаются. И в нашем 21 веке те учения, которые мы сегодня проводили, они показали высокую готовность здравоохранения Чеченской Республики и организации Роспотребнадзора к встрече с любыми особо опасными инфекциями. Как отмечает Роспотребнадзор региона, на территории Чеченской Республики обеспечена полная готовность всех служб и ведомств на случай возникновения холеры и других особо опасных инфекций. Основные меры профилактики холеры известны как старая истина. Это частое мытье рук. Но специалисты еще советуют овощи и фрукты, помытые под проточной водой, обязательно обдавать кипятком. При соблюдении этих обычных правил вам легко удастся избежать этой страшной и старой болезни. Зарина Халикова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялась акция в поддержку проекта «Живая память о благодарных поколениях». Эту инициативу запустил благотворительный фонд имени Алексея Талая с целью создания всенародного монумента. На территории мемориального комплекса славы имени Ахмата Хаджи Кадырова при поддержке Министерства культуры представители различных организаций и учреждений передали монеты разных номиналов. Именно они станут материалом для будущего памятника. Проект получил высокую оценку и поддержку президентов России и Беларуси, уже объединив сотни тысяч семей по всему союзному государству и став символом единства и благодарности поколений. Это символ того, что каждый житель республики, каждый патриот хочет внести какой-то свой символический вклад в то, чтобы установить основной памятник, который будет установлен к 9 мая 2025 года в городе Москва. И напоследок, в преддверии Дня чеченского языка бульвар Эсамбаева наполнился особой атмосферой. Праздничное мероприятие организовал Чеченский педагогический университет. Собравшиеся наслаждались богатством и красотой чеченской речи, слушая трогательные стихи и прекрасные песни. Магомед Азиев об атмосфере радости. Как мы все знаем, в структуре нации лежит всегда язык. Оживленный бульвар Эсамбаева сегодня скрасили приятная атмосфера, песни на родном языке и стихи. Участники мероприятия читали о красоте и богатстве родного языка, о его мелодичности. Было отмечено, что чеченский язык является не только средством общения, но и хранителем народной мудрости, традиций и обычаев. Также прозвучала любимая в народе песня «Сина Тютеш». Организаторами события выступили студенты Чеченского государственного педагогического университета. На мероприятии присутствовали известные народные писатели, поэты и драматурги, которые выразили большую благодарность и радость всем активистам. خلر بابويتي الخيل أويل خيلو يودق غير نيخون أويل باباستي بوش هونو ديكيش هونو خزيشي
موت خار جيتي موت بيزر جيتي اشتحي خلشاحة ودقن توقفل تدقنش. Главный редактор газеты «Даемох» Чеченской Республики Буайсар Шамсудинов отметил, что ему отрадно видеть, как молодежь старается популяризировать культуру народа, ведь тем самым они сохраняют наследие прошлого для будущего поколения. Эстин войн мехал де яздер хош журналист ой хами гирси кигол хош дагла трал саунаха ой кон якушил тяяно нохч республик хрихар хой университет студент шай кячдин тадок нохч комана комат бешарна тарс хасгетер дол шай шашязин байт швеш ишта ой бевш бош яздер хой байт швеш тарал саунаха махка арбош хами гиршка ويصدر خوش أرخي شغل كنيك جزية إيش تسبيع عشان نحكي متى ده يقش إيش دياش وش كتر شتور دحر دياش وش كتر ده صرت أحد دياش وش كتر ده المغلا ويمكتاس عم تاجي رمزان ما الله نحكي مخك هور نحكي وشنا نحكي مت بيتس عمرو سونا نحكي متى ويل عمو يزوي بو سنوقة ويحدو شدو ده المغلا تتيا وي ويش عالشون يقوش دوال تيشنا وصو. По завершению события всем участникам были вручены сертификаты, а также журналы «Стела Ад» и газеты «Даймох». Магомед Азиев, Джабраил Хаджиев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.